день, дорогие наши гости! Поздравляем всех с праздником, с Днем Победы! Праздник, который позволяет нам почувствовать гордость за нашу страну, всю глубину любви и уважения нашим заслуженным ветеранам, участникам той страшной войны, к труженикам тыла, вынесшим на своих плечах тяжелые трудовые будни. Ежегодно наш музей организует тематические выставки, посвященные этому великому дню. И этот год не исключением. Сегодня мы собрались, чтобы торжественно открыть выставку «День Победы» в собраниях коллекционеров Якутии. Представленные здесь на выставке экспонаты — это колокольчики городов-героев, городов воинской славы, наборы монет, оружие Великой Победы, памятные монеты, открытки, значки и книги, рассказывающие о беззаветном героизме, о подвиге, совершенных нашими людьми во имя Родины и ради защиты всего, что Бог нам дорого и свято. Они помогут нашим посетителям узнать о Великой Отечественной войне и глубже понять прошлое своей страны. Итак, музыкальный номер, солист, артист Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Галины Кривошапко Василий Пенегин с музыкальным поздравлением на безымянной высоте. Дымилась роща под горой, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным артогнем, и как бы трудно ни бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной
высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в 3 наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Хочу сразу ознакомить нашу программу. Сегодня наше открытие разделяется на 2 части. И в первой части наши коллекционеры немного расскажут о своих экспонатах, а во второй части у нас Александр Парфеневич расскажет о своих песнях, о своих песнях. Итак, начинаем. Слово предоставляется председателю Союза коллекционеров города Якутска Никифору Кимовичу Иванову. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые гости, сотрудники музея. Я очень большой рад, что меня пригласили на открытие выставки «День Победы» в собрании коллекционеров Якутии. Я являюсь председателем региональной общественной организации «Коллекционеры Якутии». И мы стараемся участвовать во всех мероприятиях в республике. Ежегодно проводим съезд коллекционеров. В этом году был 7-й уже по счету съезд. И если у вас есть время и желание, приходите в Дружбу народов 4 июня. И хочу вас поздравить с этим днем Победы. Это великий праздник в нашей стране, потому что эта война прошла тяжелым катком через каждую семью. Поэтому мы должны об этом помнить, должны рассказывать об этом своим потомкам, детям, внукам, чтобы всегда помнили и этот ужас не повторился. Что бы я хотел сказать еще? Коллекционеры являются хранителями истории, традиций, культуры. Они сохраняют в своих коллекциях, скажем так, историю. Благодаря этому можно будет посмотреть сегодня на этой выставке нашу историю, которая представлена на монетах, на колокольчиках, на открытках, на книгах. И хотел бы всех поздравить с наступлением весны, скоро лето. Все будет хорошо, мирного неба. Спасибо. Слово предоставляется Сарглане Савичне Адамовой Алтангыс. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья, с прошедшими всеми весенними праздниками. Ну вот в этом музее музыки и фольклора выставляюсь я уже 2-й раз. Вторая моя коллекция, вот они все. Это набор открыток художественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Так, и значки, которые я уже успела собрать. Ну, по сравнению с другими, наверное, мало, но то, что у меня есть, я постаралась выставить, да. И песенники, вот песенники военных лет, посвященные песенники, посвященные юбилейной дате войны, 50 лет, 60 лет, песенники. Сейчас таких песенников не будут, наверное, печатать, все в электронном варианте, а вот то, что у меня есть, наверное, будет такая вот раритетным песенником. Вот, и вот эти открытки, набор открыток наших героев Советского Союза, увидите, и медали Победы, и медали, которые
встречались всем героям Великой Отечественной войны. Вот и все, коротко. Спасибо. Слово предоставляется Анжеле Анатольевне Бенюковой. Это вы, пожалуйста. Здравствуйте все. Меня зовут Анжела Анатольевна. Я родилась в городе Якутске, всю жизнь здесь живу. Собираю коллекцию колокольчиков. Вот тот стенд. Собираю с 2014 года. У меня их очень много. Это только малая часть моей коллекции. Города-герои и города воинской сестры. Слово предоставляется Елене Николаевне Гуляевой. Извините. Добрый день, меня зовут Елена Николаевна. Я работаю преподавателем в году. Ну, я вообще молодой коллекционер, по сути, потому что это моя первая выставка, да, это благодаря девочкам нашей группы, вот они меня сподвигли к этому. Ну, в основном я собираю колокольчики, вон она. Вот. И начинала я коллекцию с городов, стран, правда, сейчас у меня расширилась, потому что там приводят мне очень много. Но я вот, мне эта идея очень понравилась, я вот даже сейчас думаю сама вот собирать конкретно, прям вот, посмотреть, да, вот именно по этой теме, да, побольше. И потом у меня, я потом вспомнила, я же молодой коллекционер, я вспомнила, что у меня есть календарики. Но когда я их посмотрела, у меня там вот именно Дни Победы нет, у меня есть там юбилей Красной Армии. То есть, там, но там есть там города-герои, тоже, да, ну я думаю, ладно, в следующий раз как-то. Поэтому, значит, ну, колокольчики я начала собирать с 2011 года, потому что как-то попал в руки колокольчик Санкт-Петербурга, и почему-то мне так он понравился, и я стала вот пополнять, почти чтобы мне привезли, и вот все больше и больше, и коллекция меня увеличилась. И вот я вот только буквально недавно, это моя первая выставка, да, я вот именно как-то заразилась тем, что надо все-таки себя как-то проявлять, показывать, что у меня есть, потому что помимо того, что я сказала, что у меня есть колокольчики и криминалики, у меня еще есть тоже и открытки, еще что-то есть, поэтому нужно это показывать и, наверное, рассказывать об этом. Спасибо. Слово предоставляется тоже коллекционеру Николаю Дмитриевичу Федорову. Здравствуйте, дорогие гости. Ну, я коллекционирую монеты, значки, банкноты, ну и много еще другого всего. Но это у меня уже выставка не первая. Получается, я выставлялся в библиотеке Белинского, в ретро-технике, в ДК Кулаковского, ну и, соответственно, на съездах выставлялся. У меня вот здесь представлены монеты. Но здесь еще монеты еще не все, потому что некоторые только печатают еще. Сейчас вот они печатают серебряные монеты героев Советского Союза, городов трудовой доблести, ну и еще и остальные. Поэтому коллекция постоянно пополняется, и я не всегда могу выставить все. Слово предоставляется Даниловой Марии Ивановне. Пожалуйста. Добрый день, дорогие участники этого мероприятия. Я была здесь уже, да, я тоже коллекционер, собираю значки. Но сегодня я буду читать для вас свое стихотворение «Прости, отец, что не помню тебя». Мне очень радостно, что вот присутствуют кадеты. Я их вообще впервые вижу вот сблизи. И хочу им тоже посвятить. Я человек, ну, уже в возрасте, послевоенного поколения. И из названия моего стиха видно, что я отца своего не помню. Почему? Потому что он умер очень рано после войны. Но понятно, что из-за последствий военных ран.
Вот об этом как раз мое стихотворение. Когда мой отец умер, мне был только 1 годик, сестре 2,5 года, брату 5 лет. Ну и были старшие сестры и братья, и брат один от первых браков моих родителей. Им было брату 7 лет, сестре 10 и 12. Вот. Когда он умер. Упал замертво, наверное, инсульт или инфаркт, умер. Вот фотография. Это он в Братиславе сфотографировался. Прости, отец, что не помню тебя, ведь была малышкой несмышленою, и вырастила мама нас без тебя, а теперь я стала жизнью мудреною. Ты ушел на фронт еще молодым. Мне посмотреть по тексту. Вроде знала, но волнуюсь. Ты ушел на фронт еще молодым, стремясь, как и все, фашистов прогнать. С фотографией глядишь бойцом удалым, а сердце больное не мог уж унять. Немало сражений с друзьями прошел. Наяву, а не в фильме с врагом воевал. Одессу спасал, до Вены дошел, как зверя в тайге фашиста загнал. Советский солдат, ты многое видел, сожженные дотла села, города, друзей и мирных жителей гибель с собою унес ты на вечные года. Отец настрадался от ранений, от сильных контузий, но остался жив. Вернулся домой с поля сражений. Да чего же край якутский красив! Орден славы, за отвагу медали, за победу в войну священную, раненую грудь отца украшали, обещая жизнь благословенную. Но не суждено было долголетие в родном селе с кучей детей. Сдало сердце из-за лихолетия тех военных кровопролитных дней. Мы выросли, отец, стали людьми, и помним тебя совсем молодого. Окружены твоих лет уже детьми, и правнуки чтят бойца удалого. Больше 10 лет тому назад, тогда моей дочерям моим было, как и моему отцу, когда он умер где-то 35-36, а сейчас им уже под 50. Вот такое стихотворение. Спасибо. Коллекционеры все подошли, да? Съемки еще не закончились? Нет, да? Хорошо, тогда идем далее. Приветственное слово директору музея Марии Ильиничне Корниловой. Пожалуйста, встречаем. Добрый день, дорогие наши гости, дорогие наши юные посетители. Я сегодня прямо воодушевлена тем, что наши юные защитники, они уже готовятся к защите нашей Родины. Прямо вот волнуюсь. И спасибо огромное, то, что вы нам приподняли еще настроение и придали такой вот, День Победы у нас немножко, сегодня уже 12 мая, но все равно вот этот День Победы, вот этот великий праздник у нас еще продолжается. И прямо вот такое чувство у нас сегодня еще проснулось, и я очень рада. Спасибо огромное. Сегодня, конечно, у нас очень много знатных гостей, но я пойду по порядку, потому что у нас мероприятие на 2 части было разделено. Вот поэтому сейчас я немножко скажу, немножко слов о наших дорогих коллекционерах. Что такое музей? Музей – это, мы говорим, это храм, где хранятся, это храм, где хранится материальная и духовная культура, мы говорим. А вот коллекционеры –
Это те люди, которые... Это хранители времени. Это люди, которые... С них начинается и музей. Потому что без коллекционеров на самом-то деле вначале не было бы музеев. Вы знаете, вот какую большую коллекцию оставил Габышев художественный музей. И вот какова коллекция, да, художественного музея благодаря вот этому коллекционеру. А благодаря нашей дорогой Аизе Петровне Решетниковой, она же на самом-то деле тоже была коллекционером тогда, получается, да? Вот вся ее коллекция музыкальных инструментов, которые она собрала, все вот материальная и духовная культура наших коренных народов, которые она собрала, и вот этот наш музей, где мы сейчас сегодня вот все собрались, это великого стоит. Вот поэтому нашим коллекционерам огромная благодарность. Вы действительно хранители времени. И то, что вы отзываетесь, и то, что не только храните у себя дома, в стенах или в полках, на полках, да, но именно популяризируете и хотите, чтобы вот наше юное и молодое поколение все это видело и знало свою историю через ваши коллекции, это многого стоит. Вот поэтому спасибо огромное вам. И, конечно же, как же мы без благодарственных писем? Мы без этого никогда не обходимся. Мы всегда благодарим всех наших людей, которые нас окружают, и кто вносит вклад в нашу деятельность нашего музея. Через вас мы тоже пропагандируем свою работу, так что мы очень вам благодарим. И сейчас я вам немножко отложу вот эту бумажку. Переходим на другую бумажку. Так, благодарственное письмо. Уважаемый Николай Дмитриевич, Музей музыки и фольклора народов Якутии выражает вам благодарность за участие в организации выставки «День Победы» в собраниях коллекционеров Якутии и предоставленную возможность познакомиться с уникальными предметами коллекций, посвященных Великой Отечественной войне. Желаем вам дальнейшего развития, пополнения ваших коллекций и надеемся на плодотворное сотрудничество. И, конечно же, еще И такое же благодарственное письмо вручается уважаемой Елене Николаевне. Уважаемая Анжела Анатольевна, Татьяна Николаевна, Марфа Егоровна, Сардвана Савишна Алтантыс. Про Сардвану Савишну я хочу немножко сказать пару слов, потому что Сардвана Савишна и наш музей дружит очень давно. И Сардвана Савишна является почетным дарителем нашего музея. Очень много экспонатов она подарила фонду нашего музея. И 18 мая у нас к Международному дню музеев состоится торжественное открытие выставки, которое посвящено Анастасии Варламовой. И часть экспонатов подарила нам Сардвана Савишна. И, конечно же, мы благодарственное письмо хотели бы вручить нашей дорогой Туляре Игоревне. Наш музей выражает вам огромную благодарность за музыкальные украшения торжественного открытия выставки «День Победы». Так,
И теперь переходим ко второй части нашего мероприятия. И, конечно, у нас самый дорогой, любимый наш родной человек – это Александр Парфеньевич Самсонов, с которым наш музей дружит уже несколько лет в тесном. Тесная дружба у нас началась. И ежегодно мы последние годы проводим выставки. Александр Парфеньевич является человеком, это великий человек. Вот если просто вот так стоять и вспомнить, я могу его творчество разделить на 3 части. Это он как оперный певец, он как человек, который именно певец, который первый уделил внимание к проблеме сохранения и пропаганды песен коренных малочисленных народов Севера. И третье, это, конечно, все мы знаем, как певец Победы. Александр Парфеньевич вчера, ему исполнилось 88 лет. Поздравляем! Александр Парфеньевич, он не с пустыми руками. Он у нас является почетным дарителем нашего музея. Очень много материалов подарил фонд нашего музея. А также сегодня выставлены альбомы. Так что, пожалуйста, вот познакомьтесь после всего мероприятия, познакомьтесь с альбомами, которые привез Александр Парфеньевич. И много не буду говорить, я поздравительное, приветственное слово скажу. И предоставим слово нашему Александру Парфеньевичу. Дорогой наш Александр Парфеньевич, от всего доброго сердца и всей чистой души поздравляем вас с днем рождения. В эту знаменательную для вас дату двойного знака бесконечности желаем оставаться всегда таким же оптимистичным, бодрым и веселым, чтобы все ненужное обходило вас стороной, а на жизненном пути сопутствовали здоровье, успех и любовь близких и дорогих людей. Пусть будут частными радостные и приятные события в вашей жизни. Пусть сопутствует вас неизменная удача и успех во всех добрых делах и благих начинаниях. Будьте с нами всегда. Всех Днем Победы! День Победы, собрание коллекционеров Якутии. Я всех коллекционеров поздравляю, да, с этим великим Девушки, праздником. Вот, мне очень интересно. Мне особенно и наша Адамова сидит тут. О, ее сестра, моя партнерша и моя хорошая коллега, знаменитая девушка. Вот. Ну и что хочу сказать. Знаете что? Вот я получается, что я тоже коллекционер. Да. Дело в том, что тема Великой войны сопровождает меня всю жизнь. Я дитя войны. Вот. Когда началась война, мне было 6 лет. Брат мой, два брата ушли на фронт, один без вести пропал. Другой вернулся с ранением тяжелым. Вот. И вот эта тема меня сопровождает всю жизнь. Некоторые говорят мне, хорошую тему выбрал. Я ее не выбираю. Она меня сама выбрала. Вот. И вот когда я стал артистом,
всегда ежегодно я праздновал. Давал концерты в театре. Военные концерты. У меня список есть. И вот смотрите, альбомы я сам собственноручно покупал вот эти альбомы и клеил фотографии, отзывы, благодарности. Вот посмотрите, всех улусов. А у нас 34 улуса в республике и 33 города. Вот. Я во всех бывал по 3 раза. Понимаете, 60 лет, 65 лет победы, 70 лет победы, 75 лет победы, да? Вот. Почему это я делаю? Во-первых, я уже объяснил, я очень год, у меня вот жена преподаватель университета, 40 лет проработала в университете, Галина Ивановна Самсонова, она мне говорит: Саша, ты, когда я прилетаю с гастроли, уставший, так уставший, он говорит, у тебя преимущество большое перед всеми. Ты встречаешься с великими людьми, ветеранами. И вот эти альбомы, я собственноручно, если посмотрите, фотографии, может увидите своих родных, из улусов разных. Вот. Все всегда встречали очень хорошо. Вот, например, у Саудане была встреча. Меня пригласили, говорит, день рождения, день праздник Победы. Праздновали. Победы еще не было, не 9 мая, а какой в феврале, что ли, у сауданцев праздновали. Встреча с ветеранами Великой войны. Я поехал. И вот один, это было в апреле, они стоят на улице, в телогрейках и так далее, одеты. И я вышел, пошел с ними здороваться, так и они мне взял за руку, тащит, куда тащит. Затащил, и вот отсюда вытаскивает листок. Эй, тетрадь. И мне дает подарок, да? Отсюда. А потом, я когда потом уже открыл, он, кажется, во время войны писал стихи. И с пожеланием, чтобы я песню сделал из этих стихов. Понимаете, вот отношение такое было. Ветеран. Или, например, в Нюрнберге есть поселок какой-то. Меркатит? Нет, еще. Серебряный бор. Чульман. Встретился с ветеранами войны, вот так вот, такой же, еще побольше, наверное, аудитория, и вот сидят ветераны. Я пою, мужчины были, а тут одна женщина, вот на первом ряду. Я пою, он мне свидание хвалил. Что такое? Хреново я стал человек. Я спалю, и у меня течет слеза. Потом, как хотел ловить, так, обнимает меня. Спасибо, большое. Я смотрю, два ветерана с ручкой побежали. Рядом магазин, водку, бутылку каши.
тоже традиции. Добра, фронтовые. Вот. Спасибо, спасибо. Вот такие были встречи. Такие. Вот мы одни все ушли. Сейчас осталось сколько? Сколько ветеранов осталось? 16 ветеранов войны, 12 в Якутске. Вот. И это. Всего по пути 16. Это что-то я под старость лет стал сентиментальным сильно. Что-то вдруг. Извините, пожалуйста. Но вот, тема Великой лет войны. Вот вы тоже все коллекционеры здорово работаете, собираетесь, да? Я вот 9 мая прошло. Выступал на площади Победы. Я, знаете, с 93-го года 27 лет. 93-й, 94-й, 95-й. Вот, до 2000 года, до 2020-го. До 20-го года пел. Майские вальсы в честь Победы. Вот, 2 часа пел. 2 часа пел. И вот эстафета пошла. Вот сидит Вера Игоревна Пестрякова, директор филармонии. И вот она со сцены сказала, что мы продолжаем дело Александра Пашевича. Вот, Галина Ивановна такая довольная стала. Говорит, вот как здорово, что вы живете и побеждаете. Так они хорошо выступили, и вот какой-то эстафета пошла. Вот. Потому что-то, видите, я даже старый стал, видимо. Вот. Если вопросы будут, конечно, я отвечу, да. Вот эти вот альбомы, собственными руками, и собственно, свой аппарат у меня был, все фотографии мои личные, и там так здорово, красиво меня почитали красиво. И вот в Заречном районе, как я забыл уже, да, на самолете летал. Летаю к аэродрому, стоит группа людей, цветами, все. Я смотрю, думаю, какую-то делегацию получает. Оказывается, они меня встречают. Вот. И это, а ветераны, да, я просто люблю ветеранов, много встречался. Вот, например, в Алдане Александр Фильм был участник защиты Брестской крепости. И вот он, я его приглашаю на концерт, а он не идет. Я его приглашаю, приезжаю в Алдан, он не идет. А я хочу его видеть, потому что ветеран Великой войны. И потом у меня в следующий раз прилетел там, Попов, председатель Совета ветеранов, такой разведчик, он говорит мне, я от Москвы до Берлина плюхом пропал. Вот. И это, я его попросил, говорю, я зову его, а он не приходит. И вот мы пришли домой, он помер. А он один, нет, они. Благодарности, каждое 9 мая благодарность от Путина получаешь. И вот почему он, оказывается, мне потом сказали, что почему он больше не приходит на концерт, оказывается, один мальчик на встрече сказал, а мой папа сказал, что вы изменник Родины.
А он на религии хлеб попал, да, и потом реабилитировали его. Вот такие, то есть, с такими людьми вот. А в Оленьке, там музей, то есть там 11 рынков. Там поселок Хайралах, чуть зависит. 11 рынков ушли на фронт сами. На лыжах ушли, это вывозили куда-то близлежащие, и ушли на фронт, и никто не вернулся. Все погибли, да? И вот такие встречи в памяти остаются. И вот эти альбомы, они, я дубль дал в музей истории. Ярославского? А? Ярославского? Нет. Россия моя история. Россия моя история. Копии дал. А это вот настоящий, который я руками делал. Вот. Потому я долго, конечно, могу говорить, много у меня встреч было таких трогательных. Вот. Но этот день Победы меня тронул мои коллеги, вот Илья Игоревна и вот Наталья Базарева. У меня вот недавно Ирина Гай подгорела. Слышали, да? А я там живу. Вот. Еле-еле выбрались оттуда. Дым такой, дым такой. Я в носках, шуп-шуп-шуп-шуп, голос вытащили меня. Вот. И я потому у сына, мы сейчас живем на даче. И вот Туляра Игоревна с Базарева пришла. Корзина туда голова. Цветы, всякие сласти и так далее. Вот. И так душевно все, так душевно. А вот Туляра Игоревна сидит. Она, когда я вот ездил, вот туда, она была замминистра и разрешала мне. То есть, ну, Билеты покупали много. Билеты покупали, и я уже определял, куда я поеду. И она очень меня поддерживала, и потому я к ней отношусь не просто как это. Вот. Великий человек для меня. И для вас, наверное. Вот. А вот сегодня барабанщики были мощные. Вам от меня поклон и приветствие. Вот я один раз у вас в гостях был, меня водили туда, показывали, потом я пел у вас. У вас казармы такие, потом это зал длительный тоже. Я вам, кадетам, потом меня снимали в кино, есть на телевидении, и у меня кассета есть такая. И там кадеты ко мне пришли тоже. Так что они со мной рядом. Так что я вам желаю, ребята, учебы хорошие, вот, дисциплины хорошие. А то там один раз расскажут, что один сбежал куда-то. К маме или куда-то. Было дело такое, говорят. Вот, и это. А вот сейчас, заканчивая свою длинную речь, хочу вот сказать доброе слово о музее, вот этом музее, маленьком музее. Большой музей, так, Ярославский, там, точно 5-10, да? Вот. А этот вот меня удивил, музей музыки и фольклора. Небольшой коллектив,
притом девичий, возглавляемый тоже девочкой. Не совсем девочка. Вот и такие они меня вообще из Галины Ивановны удивили. Такие рабочие, такие теплые, вот, такие удивительные люди, рабочие, ищущие и красиво все делающие. На удивление просто. Я вот с удовольствием всем рассказываю, что вот такие девочки, все девочки работают, два мальчика тоже великих, где они тоже. Один снимает. Вот. И это, я радуюсь тому, что вот такой коллектив работает. Главное, кочующий музей. И они сами кочующие тоже. Кочующие. Вот это хотят, так вот. И так здорово работают. Чувствуется, что отпушилось. Неформально. Вот это вот просто на удивление. Я с удовольствием это говорю. Притом без калибрата какого-то или чего-то. Просто по-человечески, да. Вот, директор музея умнейшая это. Она ищет бедные деньги туда-сюда. Находит. Вот. Вот один раз говорит, я была на Дальнем Востоке и встретилась с замминистра культуры России. И та сказала, что будет в Москве выставка, посвященная теме Великой Советской Юности, давно не получили. Я хотел вот это отправить, пусть Путин бы посмотрел. У меня жена Галина Ивановна говорит, хвастаться не буду, но она говорит, что вот то, что ты делаешь, в России такого человека. Да. Она так это. Вот если бы Путин не видел, то это вообще будет. Но это так корректно. Будем над этим работать. Лирические. Вот. И заканчивая свою длинную речь, мне 2 восьмерки получилось. День рождения такое. Вот. Оказывается, старость страшное дело, ребят. Хотя это неминуемо. Вот. Все время клонит постель. Папа мой всегда говорит. Изречение Маркса. Видите, кто-то клонит меня к постели, видимо, это старость. Вот действительно так. Вот. Теперь, значит, я всех сидящих здесь поздравляю с Днем Победы. Желаю работы, здоровья, конечно, в первую очередь, чтобы работа хорошая, творческая работа. И быть разных людей. Ты отсюда работаешь сердцем, да, и без обмана. Скользящие люди есть, разные есть. Вот. Честно говорить, честно работать, вот я пожелаю этого. Спасибо большое Александру Парфеньевичу, что посетили наш музей. Я же еще хотел попробовать. Спеть? Да, вот журавли. Если да, как такового нет. Есть был, да? Есть. Мне кажется порою,
что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ж так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в туманы на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же тихой мгле. Из-под небес под птичьи окликая всех вас, кого оставим на земле. Мне кажется, порой, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белые журавли. Спасибо большое. И сейчас слово предоставляется генеральному директору филармонии Якутии имени Кривошапка Туяре Игоревне Пестряковой. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие участники сегодняшнего прекрасного мероприятия, уважаемый Александр Парфеньевич. Мы сегодня специально подошли к нашим коллегам, чтобы поздравить вас с днем рождения уже на этот раз, потому что, как он сам рассказал, 9 мая мы приезжали домой, очень хорошо поздравили, он показал нам дачу, и мы даже увидели подснежники, там все прошло очень хорошо, душевно. И я хотела, вот, пользуясь этим случаем, поблагодарить вас за ваше благословение. Вот мы просили у вас разрешения. Я, помните, звонила вам, да, еще когда вы дома были, приходила домой. Потому что вот проект, который каждое 9 мая на площади Победы, концерт Александра Самсонова, майские вальсы в честь Победы, это стало уже хорошей, доброй традицией. Последние годы это из-за ковида, этих больших торжеств не было, а в прошлом году, понятно, по состоянию здоровья этого концерта не состоялось, зато наш духовой оркестр и хор, мы выступали там на площади вечером, киноконцерт перед фейерверком. И там вот у меня как-то возникла идея, что по идее надо бы продолжить эту хорошую, добрую традицию. Я просила в этом году Александра Парфеньевича, может вы сможете прийти на площадь в традиционные черные беретки, нет необходимости вот петь, ребята бы спели наши, тем более у Васи песни репертуара баритона, я думаю, что все песни вы эти пели, да, Александр Парфеньевич, да? Но тут и Галина Ивановна, и Александр Парфеньевич как-то поосторожничали, потому что, понятно, мы все горожане знаем, да, площадь Победы, как находится ограждение, много долго идти пешком, погода, холодно и так далее, и так далее. Но мы выполнили свое слово, со сцены всем горожанам объявили, что и впредь
после торжественного митинга, парада, либо бессмертный полк, это будет возрожден и так далее. Вот дневной концерт будет в филармонии Якутии. Мы продолжаем вашу традицию. Эти концерты будем называть «Майский вальс», потому что «Майский вальс» в честь победы – это ваша авторская. Хочу сказать, что площадь, она была полна, вряд ли уже ветеранов. Конечно, может, тыловики были, дети войны были, потомки, дети, внуки фронтовиков. И вот как всегда было, звуки духового оркестра, вальсы, песни из вашего репертуара. Поэтому большое-большое вам спасибо. И надеемся, что эта нить никогда не прервется. Вам желаем доброго здравия. Я надеюсь, что вы все-таки сможете, найдете время подойти к нам на встречу с артистами хора, тоже их дать добрые слова напутствия, благословения, тем более в год учителя и наставника. Это будет очень важно для нас всех самих. Доброго вам здоровья! В исполнении Василия Пенигина «Я люблю тебя, жизнь». Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Мне известно давно бескорыстная дружба мужская. В звоне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, полумрак поцелуй на рассвете, и вершина любви — это чудо великое, дети. Вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы. Будут внуки потом, все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так ликуй и вершись в трудных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Спасибо. Какие прекрасные песни, правда же? И они должны жить. Мы их будем петь всегда. От имени музея я еще хочу вручить наши благодарственные письма Марии Ивановне, пожалуйста, Марии Егоровне и Татьяне Николаевне.
Николаевне. И от имени музея и Александра Парфеньевича для наших гостей мы приготовили памятные открытки с QR-кодами, где включены все песни в исполнении Александра Парфеньевича о войне. И мы хотели бы его подарить сегодня всем нашим гостям, чтобы запомнить этот прекрасный день. Майя Максимова, поприветствуйте. Я хочу поблагодарить своих же вот сотрудниц, красавиц, Миргустана Ивановна Слепцова, Алина Владимировна Решетникова, Светлана Дмитриевна, Малышев Павел Павлович и, конечно, наш прекрасный директор Мария Ильинична. Всем раздаем. Давайте поблагодарим нашей Ольге Николаевне Громовой, которая сегодня провела такое замечательное мероприятие, и всем нашим сотрудникам, которые были причастны к проведению сегодняшнего мероприятия.